Больше Скажите, больше человек, вы обязаны говорить по-русски. Пошли нафиг. Так. Если мы больше Вы у нас живете, а не вы у нас. Вообще у нас Сибирская губерния, так что вот такое. Ассалаумағалейкум халайық, қалдарың қалай? Қазақ информ арнасына қош келдіңіздер. Менің ақырғы рет байланысқа шыққанымнан әжептәуір уақыт өтті. Ал содан бері елімізде тура шу болып жатқан жаңалықтар өте көп. Оларға жағдайымызша талдау жасап, өз пікірімізді білдірейік. Ал бастайық. Тут ведь выборы скоро. Ну? Ты что, за кого голосовать пойдешь? А чё ходить-то? Ворюги одни. Ну не все же. Вот, например, Кох, нормальный мужик. Я за него буду голосовать. Чё, за Коха? За еврея этого? Он не еврей. А кто? Голубоглазый славянин по фамилии Кох? Ну я не знаю. Я его не видел. Не знает он. А Березовский, Чубайс, Ленин, Сталин, те ни о чем не говорят? Сталин же вроде грузин был. Значит, грузинский еврей, историю не знаешь. Они там на скрипочках пиликают, мир порабощают. Мне никто не предлагал. Ну что, вот и прошли выборы в Госдуму в соседней России. И вспышка, нагнетаемый весь предвыборный период казахофобии, тоже закончилась. Как всегда, добрые победили, а плохим пригрозили пальцем. Единороссы ожидаемо получили конституционное большинство. Поэтому всем спасибо, все свободны. У нас в республике Единая Россия получила 96, а КПР 0,75, а ЛДПР вообще ниже. Очевидно, что Дума в своем большинстве будет состоять из представителей российской бюрократии и национал-социалистов. Я считаю, что такая Дума – гигантский тормоз на пути движения России вперед. Я считаю, что такая Дума очень опасна для миллионов российских граждан. Я считаю, что такая Дума очень опасна для международной стабильной обстановки, в том числе и для наших взаимоотношений со странами ближнего зарубежья, в первую очередь Содружеством независимых государств. Если Кремль, прогоняя свой псевдопатриотизм по всем федеральным каналам, добился своего и укрепил свои позиции до следующих выборов, то сам российский народ продолжает сеять свою религиозную нетерпимость и шовинизм по отношению к инородцам. А что Давай, потому что здесь... Почему? хорошо, я буду больше не снимать. мешай. Давайте, все, прекращайте здесь Сейчас это делать. закончится. Охрана, подойдите, пожалуйста, сюда. Давай прекращай молиться. Здесь тебе не мечеть. Мечеть, пожалуйста, Девушка. не надо. Я Охрана! Совет охрана больше не делает, просто и все. Потому что здесь торговый центр, а не мечеть. Потому что. Причем здесь мечеть? Мы право Нет, он не имеет права здесь молиться. Ну Нет. хорошо, больше не делай, да все, девушка, хорошо, больше не делай. Все, давай. Да, все, сейчас Где закончится. охрана? Все. Советы, кого хотите, но все, больше не делай. И не надо это продолжать дальше делать. Что случилось? Случилось то, что я считаю, что это плохое дело, Плохое дело? что вы помогаете вот этим бабушкам. Я вас не знаю. Вы Плохое кто дело в чем? такой? В том, А что зачем вы орете? Я Вы с кто вами же такой, спокойно мужчина? разговариваю. Я Ираклий. вы Ираклий. Да. Вы откуда взялись? Откуда? Из Грузии. Из Грозного. Да, из Грузии. А из Не Грузия, не Грозный, а Грузии. Грузии. Да, Грузия. Дальше вопросы. У нас очень непростые отношения с вашей Грузией. Ну, и что мне теперь делать? И вы стоите с таким видом. Каким видом? Вы орете, я с вами адекватно разговариваю, вы начинаете орать. Каким видом? Вы просто завидуете от того, что я приехал в вашу страну, и помогая пожилым людям, при этом вы ничего не делаете. Да. Я плачу сейчас вот это все. Так Мы платите. выйдем на улицу, да. Вы мне все объясните. Пожалуйста, Давайте. с удовольствием. Давай. Контролируйте себя Это не немножко. твое дело. Ну, это не мое дело, вы со мной Я в разговариваете. своей стране, Я а ты господин Грузии. Я в своей стране. А вы господин нацист? грузин. Выходи из Ну, этого вы нацист, я спрашиваю просто, мне интересно. Вы говорите, я в своей стране, а я помогаю людям, но При этом наезжаю. грузин, который заводит меня.
Он бабушке Что 100 бабушка? рублей дал, якобы. Кто якобы? Что якобы? Я людям Ну что помогаю. ты Что стоишь, якобы? Я людям помогаю. А Что ты якобы? Что якобы? Я людям помогаю. Тебе что? Что якобы? Что якобы? Да Что выходи я- тогда на Ну, я улицу. вопрос Да задаю. выходи, Что грузин, на якобы? улицу. Что якобы? Я людям помогаю. Ты грузин. Я в чужой стране людям помогаю. Что якобы? Выходи. Я вопрос тебе задаю. Что якобы? Выходи, Что грузин. якобы? Что Заткни якобы? свой рот, Что грузин, якобы? дороже. Что якобы? Ты что, пиздишь? Ты что? Ты что, недоволен? Ты находишься в моей стране. Вас очень прошу, давайте без негатива. Сколько вам лет? 67. 67. Уже Я на вас голос повышаю, мне противно от Вы себя. мне противны Вот, оба. вот. Вы в Мне- моей стране ведете себя, как будто это ваша страна. Так я людям помогаю, что здесь плохого? Ты не помогаешь. А в чем и что Ты- я делаю? Вот смотрите, я беру эту карточку, они стоят на кассе, Ты я не помогаешь, ты оплачиваю делаешь продукты. вид. Что я делаю? Ты делаешь вид. А в что чем ты я помогаешь. вид делаю? Если на карте деньги... Вы, грузины, вы очень плохо относитесь к России. Это раз. Очень плохо, знаете, почему отношусь? Потому что... Потому что вас- мы вот взяли нет, Южную нет, Осетию. нет, потому что вас доносит Мы не знали, политика. что мы взяли Южную Осетию. Не, потому что вас просто то, что в телевизоре вам говорят, вы этому всему верите. Вам А вы наших Нет, бедных подожди. бабушек просто им даете по 500 рублей. платите Ничего за не их- даю, я просто оплачиваю продукты. Оплачиваете их счет. Да. Вот бабушка до дома сейчас довел. Мы купили ей продукты, Я оплатили. больше- Она я обнял, когда-то- обнял и заплакал. Я когда-то любил грузинское вино. Больше его не люблю. Просто будьте чуть проще. От того, что людям помогаешь, от этого плохо никому не будет. Понимаете? Я не верю грузинам, которые... Ну, вы не верите, другие верят. Грузины Видите? очень плохо ведут себя. Ну, плохо ведут, пускай Очень плохо себя А ведут. русские не ведут себя плохо? Вы понимаете то, что есть грузины плохие и есть русские плохие? Я всегда считал, что грузины православные. Я православный, вот. Вы с такой бородой? Ну, с Я такой не бородой. верю. Вы больше похожи... Борода, знаете, почему я Вы похожи на отращу? таджика. На таджика похож, Да, пускай к будет сожалению. к А грузинам. негатива просто я очень... Вас обидели чем-то, вот Нет, из-за этого, нет. нет. Так вы говорите, знаете я что, похож я на грузин. таджика, вы про бороду даже не хотите Потому спросить. что вы У меня хотите- бороду для того, что у меня Да. отец Что вы умер. хотите походить на таджика? Я понимаю, что вы все мусульмане, хотите походить на Я мусульман. православный. Я православный, Не я верю. христ. Не веришь, я крест по приколу я одел? Ладно, берегите себя, я понял. Я с 2018 года увлекся праворадикальными идеологиями. С недавних времен нападал с соратниками на антифашистов и лиц без определенного места жительства. Поддерживал нацизм и реабилитировал его в интернете. Я Иван, известный под псевдонимом Жид. В начале 2019 года увлекся идеями русского национализма. Также мне известна серия нападений на антифашистов. В одной из стычек с антифашистами я принимал непосредственное участие. После всего увиденного становится ясно, что не в Кремле по сути дела, а в самих россиянах и их натуре, поскольку Кремль лишь использует и, когда это необходимо, усиливает их дурные наклонности. Поэтому біздің қазақтарға стоит уяснить одну главную вещь. Неважно, уйдет Путин с поста президента РФ или нет, придет ли Навальный, Грудинин, Фургал или кто-то еще, не имеет никакого значения. Россия всегда будет гавкать в сторону суверенного Казахстана и всячески стараться сдерживать его развитие. Поскольку, если в России увидят, что на постсоветском пространстве, а особенно в отсталой Центральной Азии, кто-то живет лучше великой сверхдержавы, то жители субъектов РФ невольно могут подумать, что им тоже хватит кормить московскую метрополию и пора начать жить отдельно. А это будет означать крах всего русского мира. Идем далее. Как я уже упоминал выше, новостей в стране масса. Взрывы в Таразе, сделка со Сбером, возможное строительство АЭС. Все это не на шутку всколыхнуло нашу общественность. Но последней атомной новостью стало убийство 5 человек в Алматы Игорем Дужновым. Отдельно хочу остановиться на недавнем трагическом происшествии в Алма-Ате, которое имело широкий резонанс.
Вновь выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Полицейские и судоисполнитель выполняли свой служебный долг и, к сожалению, погибли в результате нападения на них. Убийство людей нельзя оправдать. Хоть всем и так уже все известно, но для тех, кто в танке, давайте вкратце порассуждаем об этом инциденте и попробуем разобраться, кем же является на самом деле алматинский стрелок. Начнем с того, что семейная чета Игоря Дужнова и Анаиды Демирчан, помимо того, что задолжала банкам и своим знакомым огромные суммы денег, так еще и уклонялась от уплаты налогов. Об этом говорят официальные данные на сайте Министерства юстиции. Также супругам запрещен выезд из страны. Некогда будущий бизнесмен Игорь Дужнов взял в долг 35 тысяч евро у алматинки Елены Винокуровой на развитие бизнеса еще 12 лет назад. Но отдавать деньги не спешил, на что Винокурова обратилась в суд и выиграла его. Однако радости от этого было немного, ибо, по словам судебников, в очереди по взысканию денежных средств они были 50-ми, если не 150-ми. В общем, ситуация сложная. Выражаясь блатным языком, Игорек набедокурил по полной и, чувствуя, что он весь в косяках, решил красиво сквозануть. Да так, что пропал без вести. А жена его давай винить в этом всех, кому он должен, так еще и заявы на них строчить начала. А он времени зря не терял. И, так сказать, на фоне всеобщей феерии по аннексии Крыма начал постигать азы идеологии русского мира. И в конце 2014 года Игорек проходил военную подготовку в Подмосковье, а именно Московская область, город Черноголовка, Николо-Берлюковский монастырь, на базе частной военной компании «Енот Корпорейшн», также известная как корпорация «Енот». После прибытия на территорию Восточной Украины, после боев в окрестности Дебальцево, Игорь Дужнов был переведен в состав отряда «Суть времени», который, к слову, теперь отрицает его причастность к этой группировке. Так сказать, поматросили и бросили. ЧВК «Корпорация Енот» участвовала в нескольких военных операциях на Донбассе, в Сирии и на Горном Карабахе. Главная доктрина ЧВК была разработана на основе религиозно-патриотических взглядов и восстановления границ Новороссии. Вот такой вот патриот имперской России жил у нас под боком. А потом все удивляются, что он хладнокровно убил 5 ни в чем не повинных человек. Да он этим и занимался все эти годы, так сказать, оттачивал свои навыки ассасина. Но находятся и те, кто еще его жалеет. Дескать, довели бедолагу. Он же в состоянии аффекта был. Как его можно осуждать? Но меня больше интересует другое. Как его прошляпили наши компетентные органы? Где они были? Почему не предотвратили все это? Хотя, если учесть, что они целыми днями заняты отслеживанием и поимкой митингующих, например, против принудительной вакцинации в лице того же Мурата Мухамеджанова, и скручиванием опашек у посольства Китайской Народной Республики, становится очевидно, что у них на него просто времени не осталось. Так и происходят трагедии в нашей стране. По халатности или банальной незаинтересованности нам уже не узнать. Әйтеуір еліміздегі быт-шыттың барлығы осыдан. Қалай болса да 5 адам қаза болды. Артында әке шешелері, әйелдері мен балалар қалды. Оларды кім асырайды енді? Сұмдық оқиға. В итоге скажу, что подобных инцидентов впереди может быть много, если наши правоохранительные органы наконец вплотную не займутся подобными элементами. Мало нам проблем, которые могут появиться теперь с этим Сбером, цифровизацией, строительством АЭС. Эти темы, кстати, я постараюсь раскрыть в следующих роликах, когда раздобуду побольше достоверной информации. Так теперь еще и эта потенциальная сепарня с оружием, которая, сегодня воюя в Украине, завтра может начать бойню и в Казахстане. Әзірше жаңалық реті осындай. Егер біздің контент ұнайтын болса, арнамызға жазылып, осы бейнероликті бағалап қойыңыздар. Репост жасап, оны достарыңызға таратыңыздар.
Ал арнамызға қаржылай көмек көрсететіндерге біз жеке алғысымызды білдіреміз. Келесі шығарылымдарда көріскенше аман болайық ағайын.